Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Акцент». В студии работает журналист Анивера Акимова. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Татьяна Александровна Шигапова. На сколько процентов подорожали тарифы на капитальный ремонт в этом году? Какие дома подлежат капитальному ремонту? Что входит в капитальный ремонт? Об этом и о другом сегодня поговорим в передаче «Акцент». Татьяна Александровна, здравствуйте. С Нового года тарифы на капитальный ремонт вновь подорожали. Вот по сравнению с другими регионами у нас повыше или пониже? Да, действительно, у нас с текущего года, с 2019 действуют новые тарифы. Они у нас утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Утверждены они с октября прошлого года. По деревянным домам это составляет 4 рубля 88 копеек за 1 квадратный метр. По каменным домам это без лифтов 6 рублей 88 копеек и с лифтами 9 рублей 13 копеек. В целом повышение произошло на 13%. Эти тарифы они будут действовать в течение всего 2019 года. Надо понимать, что когда принималась программа региональная, то у нас республиканский минимальный размер взноса, он был одним из самых минимальных среди других субъектов Российской Федерации и не индексировался даже на уровень инфляции. С 2017 года у нас ежегодно теперь это происходит. Это такое плановое мероприятие, которое предусматривается жилищным законодательством. И надо понимать, что это такая необходимая процедура, да, прежде всего для реализации региональной программы, потому что тот минимальный размер взноса, который у нас установлен на сегодняшний день, он не покрывает ту потребность в средствах, которые необходимы для реализации программы. Изменение, конечно, обуславливается объективными причинами, да, изменения этих тарифов. Прежде всего, это инфляционными процессами в экономике, которые отражаются на стоимости материалов, да, на самих видах работ. Поэтому, соответственно, все дорожает, и на это нужны средства. Что касается ниже или выше нашего минимального размера взноса, то я могу сказать, что среднероссийский на сегодняшний день установлен на уровне 8-10 рублей. Это говорит о том, что у нас мы как раз выдерживаем, да, такой среднероссийский показатель. Самый высокий размер взноса у нас установлен в Москве. Он составляет 18 рублей. 18 рублей? Да. Так дорого? Да, с этого года. Сейчас в социальных сетях гуляет такая информация, что граждане не должны оплачивать капитальный взнос. Да, очень много информации такой. На самом деле это, конечно же, неправда. Гражданским кодексом возложена обязанность на собственников это нести расходы за свое жилье. А жилищным законодательством определено, что взносы должны быть регулярными. Мы должны понимать, что приобретая жилье в многоквартирном доме, мы одновременно становимся соучастниками, да, совладельцами всего имущества, которое находится в этом доме. Это чердаки, подвалы, например. Да? И мы, конечно, должны нести ответственность и поддерживать в хорошем состоянии, да, все эти конструктивные элементы. Согласно статье 169 Жилищного кодекса и статье 5 Закона о капремонте, граждане все обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. Это прежде всего для, как я уже говорила ранее, реализации самой региональной программы. Таким образом, на федеральном и на региональном уровне эта обязанность установлена для того, чтобы вносились эти платежи в счет будущего проведения ремонта. Такие люди, которые вообще не оплачивают капитальный взнос? Есть такие люди, конечно. Мы стараемся объяснять. К нам очень часто поступают такие обращения в письменном виде, в электронном виде. Нам поступают звонки. Конечно, до сих пор как-то так получается, что остаются такие граждане, которые не совсем понимают. Конечно, мы обязаны, и мы разъясняем о том, что это установлено законодательством. Кроме того, Конституционным судом от 12 апреля 2016 года эта обязанность признана правомерной. В республике действует региональная программа капитального ремонта, утвержденная указом президента Республики Саха. А в этом году какие дома подлежат капитальному ремонту?
Да, действительно, в республике действует такая программа. Она включает все многоквартирные дома на территории республики, за исключением аварийных и подлежащим сносу. Кроме того, не включаются дома, те, которые содержат менее 5 квартир, и физический износ основных конструктивных элементов которых составляет 70%. По федеральному законодательству региональная программа актуализируется. Она должна актуализироваться не реже одного раза в год. В прошлом году мы тоже провели эти мероприятия. В декабре приняли актуализацию. На сегодняшний день в программе участвует 4336 многоквартирных домов. Исключены 233 аварийных, нецелесообразных многоквартирных дома и включены 49, ну это вот новостройки, да. Вот, в целях реализации вот этой региональной программы, в целях конкретизации там, сроков, да, определения объемов работ, объемов государственной поддержки или муниципальной поддержки принимаются краткосрочные планы, согласно которым мы работаем. Да. Эти краткосрочные планы утверждаются локальным актом Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Например, в 2018 году мы исполнили программу, да, и провели капитальный ремонт в 93 многоквартирных домах на сумму порядка более 600 миллионов рублей. Ремонтные работы прошли в 21 муниципальном образовании. Также мы подготавливали проектно-сметную документацию на проведение строительно-монтажных работ в текущем году, в 2019. Также в 2018 году начаты работы по замене 35 лифтов. На сегодняшний день запущены 28, ну, остальные, соответственно, в работе. Кроме того, мы проводили работы в 3 многоквартирных домах, это в Алданском и Татинском Улусе, в рамках, ну, после того, как произошли чрезвычайные ситуации. Да, вот, были отремонтированы дома. В настоящее время мы проводим работу по формированию плана на 2019 год. Вот, планируется в приоритетном порядке проведение работ по газоснабжению. Вот, ну, планируем расходовать примерно порядка 800 миллионов рублей. Это в том числе за счет средств собственников, за счет государственной поддержки республики и за счет средств муниципальных образований. А вот перечень домов, где можно посмотреть? У вас на сайте есть, да, такая Да, конечно, у нас есть сайт, официальный сайт fondkr.ru. И тогда, когда у нас примется программа, мы обязательно ее вывешиваем, обязаны вывешивать на сайте, и все могут... Тогда, получается, любой человек может это посмотреть? Конечно, да? конечно. И региональную программу можно увидеть на нашем официальном сайте, и краткосрочный план, согласно которому все работы проводятся. Татьяна Александровна, а что входит вот в капитальный ремонт? Ну вот, прежде всего, хотела бы немножко так прояснить, да, некоторые люди, наши граждане, да, они вот немножко путают капитальный ремонт с текущим ремонтом, да. Вот, хотела бы это разъяснить. Текущий ремонт — это вот определенные такие виды работы, нацеленные на восстановление работоспособности жилого дома, да, на устранение каких-то там, ну, небольших дефектов, неполадок, да, и текущим ремонтом региональный оператор не занимается. Да. Вот. Капитальный ремонт — это комплекс вида работ, которые направлены в целях, да, на устранение изношенности конструктивных элементов для улучшения их технических характеристик. Вот. И основной перечень услуг и работ, он определен жилищным законодательством. В этот перечень входит базовый перечень, содержит, значит, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, тепла, газа, водоснабжения, водоотведения, замена и ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада, кровли, фундамента. Кроме того, жилищное законодательство позволяет расширить этот перечень, да, субъектам. В нашем законе предусмотрен дополнительный перечень. Это утепление фасада, это ремонт стыков,
лоджий, балконов, входных крылец, установка там пандусов, да, ремонт и утепление цокольных балок, перекрытий, также разработка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля. Хорошо. А вот как начисляется плата за капитальный ремонт? И льготы есть, да, пенсионерам, допустим? Да, взнос на капитальный ремонт, надо понимать, что это не добровольческий такой взнос, да, он не является добровольным, это обязательный, фиксированный, ежемесячный платеж. И, в принципе, вот к нам иногда обращаются, да, говорят, что вот где договор, я с вами договор там не заключал, да. Вот, на самом деле заключение договора как бы не требуется, потому что обязанность по уплате взносов, она возникает в силу закона. В республике сбор средств начался с 1 июля 2014 года. И те собственники, если выбрали формирование фонда на счет регионального оператора, тогда региональный оператор в свою очередь выставляет платежные квитанции, платежный документ, на основании которых собственник должен оплатить взнос ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Этот срок установлен нашим региональным законодательством, поэтому вот кто-то тоже у нас вот были случаи, просили там позже, например. Нет, этот срок, конечно, установленный. Что касается, как вы сказали, льгот пенсионерам, да, у нас пенсионеры тоже вот немножко думают, что если льгота, то это освобождение. На самом деле это не так. Жилищным законодательством и нашим законом о капремонте предусматривается компенсация. Компенсация — это значит, что собственник должен сперва оплатить, а потом ему компенсируется. Да? Те отдельные категории граждан, которые пенсионного возраста, которые достигли 70 лет, им полагается 50% компенсация. А те, которые достигли 80 лет, 100%. 100%, да. На самом деле этим занимается агентство субсидий. Там нужно, значит, предоставление каких-то определенных документов. Можно обратиться туда и, соответственно, получить компенсацию. И что хотела еще отметить, у нас 23 января вышли изменения в законодательстве на федеральном уровне, где сейчас освобождают собственников от беготни. То есть для того, чтобы получить эту компенсацию ранее, да, собственники должны были взять у нас справку об отсутствии задолженности. Так вот теперь эта справка как бы не требуется, собственник может не предоставлять, это возлагается на уполномоченное лицо, которое будет ну, соответствующее там, у нас, например, да, запрашивать там информацию, или у владельца специального счета. Татьяна Александровна, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Это была передача «Акцент». До новых встреч!